Здравствуйте, в эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. В Красноярске полицейские накрыли цех, в котором нелегально производили алкогольную продукцию. Индивидуальный предприниматель 1975 года рождения организовал цех по нелегальному производству и разливу контрафактной алкогольной продукции. Сотрудники полиции обнаружили и изъяли 11 тысяч бутылок с готовым к реализации алкоголем, 76 бутылок с этиловым спиртом. Общий объем изъятой продукции составил более 20 тысяч литров. Стоимость изъятого превышает 720 тысяч рублей. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Ему грозит до 3 лет лишения свободы. Также полицейскими устанавливаются места сбыта и реализации изъятого алкоголя. Следственный комитет проводит проверку по факту самовольного ухода двух братьев из Вилюйского детдома. Следователи установили, что мальчики покинули расположение социального учреждения еще 13 октября. На попутной автомашине братья добрались до Якутска. В городе дети бродяжничали, ночевали в технических этажах многоквартирных домов. 24 октября они встретились со своей матерью, ранее решением суда лишенные прав на воспитание детей. Женщина сообщила сотрудникам полиции об установлении местонахождения своих сыновей. Также в рамках данного материала проводится проверка сообщений о нанесении телесных повреждений братьям воспитателями социального учреждения. В данный момент несовершеннолетние находятся в реабилитационном центре в городе Якутске. В Оймяконском районе возбудили уголовное дело за воспрепятствование предпринимательской деятельности. Об этом сообщает прокуратура Якутии. Индивидуальный предприниматель арендовал нежилое помещение у администрации поселка Устнера. По истечении срока аренды предприниматель неоднократно обращался в администрацию муниципалитета с заявлением о продлении срока аренды, но ответа не получил. Он также обратился в администрацию с заявлением о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, которое также оставили без рассмотрения. Прокуратура трактовала это как создание препятствий в осуществлении законной предпринимательской деятельности. В настоящее время по уголовному делу проводится следствие. В городе Артем Приморского края прохожие обезвредили педофила, который пытался изнасиловать 8-летнюю девочку. Прохожие обнаружили за гаражами мужчину, который демонстрировал девочке свои половые органы. Они подбежали к преступнику, оттолкнули его от ребенка, бросили на землю и связали. В это же время мать девочки обратилась в полицию, заявив об исчезновении дочери, которая не вернулась домой после школы. Выяснилось, что задержанный мужчина является рецидивистом. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за преступление против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних. Следком по Приморскому краю возбудил уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». С ребенком сейчас работают психологи. Также суд по ходатайству следователя заключил подозреваемого под стражу на 2 месяца. Лесной пожар на северо-западе Мексики унес жизни 3 человек. Сотни людей вынуждены покинуть свои дома. Подробности в следующем материале рассказывает Сергей Берец. По меньшей мере 3 человека погибли в результате пожара, охватившего леса на северо-западе Мексики, неподалеку от границы с Соединенными Штатами. В соседней Калифорнии также продолжается стихийное бедствие. Одно из возгораний было обнаружено в пятницу в 50 километрах к востоку от пограничного города Тихуана. Площадь, на которой бушевало пламя, составила около 14 тысяч гектаров. Здесь работали 150 пожарных. Гражданским спасателям помогают морские пехотинцы. По данным метеорологов, влажность воздуха остается минимальной. Такие условия не способствуют борьбе с огнем. Другие очаги отмечены к юго-западу от Тихуаны, а также вдоль Тихоокеанского побережья, северо-восточнее города Энсенада в штате Нижняя Калифорния. Из опасных районов эвакуировано более 1600 человек. Временно закрыты несколько автострад. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире.